Поучиться семейному терпению зовут казанцев в театр Тинчурина. Уже в четверг там представят премьеру под названием «В третьей комнате живет собака». Это история пары, каждый диалог которой превращается в схватку. Почему постоянные зрители могут не узнать свой любимый театр, расскажет Маргарита Постнова. На сцене очень много мелочей, вплоть до салонок и губки. Это специально, чтобы помочь зрителю полнее погрузиться в быт. Ведь говорят, что именно о него разбивается так много семейных кораблей. Ссоры для этой пары – обычное дело, причем брань у них вылетает с улыбкой. Эту пьесу Рустам Мингалим написал в 80-х. На примере одной семьи показал поколение, для которого брак значит испытание. Актриса Зульфия Валиева мыслит иначе. Жена и мама до этой роли она всегда сдерживала свои эмоции. В семье все равно женщина, она как бы не может себе позволить свои эмоции вот так вот безгранично проявлять. Но в этой роли я настолько благодарна нашему режиссеру. Она мне позволила все эмоции просто выпустить из себя, распустить их красивым ядовитым цветком. А собака – это символ несчастья. Она появилась в семье после смерти ребенка. Зрители не видят пса, только слышат лай и понимают – животные супруги любят больше, чем друг друга. За счет белых стен и пустоты мансард, пустых окон мансард, я пыталась передать ощущение пустоты в душах главных героев и потерю смысла жизни. Объемные декорации у тинчуринцев впервые. Художник постановки – недавняя выпускница Первой академии живописи Европы, что во Флоренции. Режиссер спектакля Резеда Гарипова тоже молода. Но для нее это уже 9-я постановка в театре. Она же и автор музыки. Придумала выразить чувства героев через вальс. Это танец и бег, и ссора, и примирение. Маргарита Постнова, Лилия Миндубаева, ТНВ, Казань.